Привет, друзья! Это канал Хибула, я его ведущий Джамбул Кавторадзе. Я снимаю фильм про дедовщину. Я вам его давно обещал, и наконец-то я дозрел. Ну, на этом, это калька мы называли, как раз изображен дед, который мечтает о дембеле. Ну, что такое дедовщина, я буду по порядку все рассказывать. Но до этого у меня есть отзывы на моих фильмах, и я хочу одному из тех и вам показать, и привет передать. Леонид Кеплин написал, что на фотографии, что на виде это он. Ну, я ему передаю огромный привет. Ну, Леонид, я там в комментариях написал, как меня можно найти в Фейсбуке, в Инстаграме, почту, и у меня есть Viber, WhatsApp, все, конечно, и будет желательно, если вы мне сообщите, как вас найти. В июле буквально я поеду в родную деревню Хибулу, и сниму я там ваших односослуживцев. Это Кавторадзе Зураб Парменович и Микадзе Нукзар Ачкоевич. А пока мы вам передаем огромный привет. Они вас прекрасно помнят. Зураб Кавторадзе, мой однофамилец, утверждает, что с вами и я общался. Так что, может быть, это фото как раз вы мне и дарили. Ну так, возвращаемся к дедовщине. Что это такое явление? Значит, история об этом такая, что во время Второй мировой войны Советский Союз нуждался остро солдат, и призвали, значит, уголовников, вредив советской армии. Вот они и принесли туда свои порядки. Я не знаю, я сейчас не хочу обидеть вот этого парня, вот самого крайнего, да, потому что очень по уставу среди вот этой, скажем так, группы он один одет по уставу. Что такое дедовщина? Солдатская мудрость гласила, мы все записные книжки брали домой, и там солдатские мудрости были написаны, и я это прекрасно запомнил. Одна гласила так: кто был в Гремихе, тому не страшен Саласпильс. Саласпильс — это концентрационный лагерь фашистов. Находился в Латвии, и я буквально месяц тому назад, находясь в Цхалтуба на лечении, там обнаружил женщину, и она в том числе, она была из Риги, и мы заговорили, и она назвала город Саласпильс. Я говорю, это тот Саласпильс, который, да, говорит, ну, в общем, мы вспомнили и концентрационный лагерь, и все остальное. Так, почему говорили так, что кто был в Гремихе, тому не страшен Саласпильс? Я вам расскажу все по порядку. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, зачем это мне надо. Потому что вы можете этот вопрос задать, типа, зачем прошлое ворочить туда-сюда. Если у вас хватит сил до конца посмотреть, вы узнаете, зачем это мне надо. И зачем это вообще надо. В общем, как только нас привезли, дедовщина, мы сразу почувствовали на себя, потому что нас стали пугать. Духи, салаги, вешайтесь. Это был психологический террор. Вот я все никак не понимал, зачем надо вешаться. Ну, пришли, и в карантине нас стали одевать, и как вот этот пацан крайний, значит, и ремень надо было мерить на голову, в голову, и окружно с головы, и пояса должно было
быть одинаковые. Ну, кто был худой, тому еще то было не страшно, а чуть полненький, но люди задыхались. Ну, видите вы у пацана, не то, что на последней пуговице застегнуто, а там был еще и крючок такой. Надо было всегда застегиваться на крючок. Вот. Ну, я уходил из армии уже, ну, афганку ввели, и можно было вот так официально ходить. Тогда, когда я служил, надо было вот так ходить. Вот. Вы видите разницу, да? Все расстегнуты, а пацан застегнут. Почему? Да потому что он молодой солдат. Это признак дедовщины. Смотрите, все одеты опрятно. Брюки ушиты, так называемые галифе, да? А у него широкие брюки. Вот, дедовщина не позволяла этого делать молодым солдатам. То есть молодой солдат всегда выделялся, значит, неопрятной формой одежды. Вот, и одежда была грязноватая, конечно, потому что, ну, кто знает, тот знает, что стирка происходила собственноручно, одежды стирали только, значит, белье, кальсоны, рубахи, летом трусы и майки. Ну вот я, ваш покорный слуга, видите, расстегнут. Вот. В погонах у меня вставлен пластмасса, чтобы они держались ровно. Вот. И прическа у меня такая деловая. Вот. И подшивка четко стоит. Там мы рвали белые простыни. И туда тоже пластмассовую вставочку вставляли, чтобы она выглядела красиво, и она и выглядит красиво. Вот. Вот, ну, можете вы сравнить, да, как пацан стоит. Ну, в общем, психологический террор начался сразу. Вот, и дальше больше. Элементами дедовщины больше всего, ну, слава богу, мне повезло, я уже здесь был бы как бы фазаном, то есть я сам мог там кого хочешь, как хочешь наказать. Это есть чужак, 6-й зенитно-ракетный дивизион. Вот, и самые страшные моменты я видел там. Почему? Потому что, ну, это был отдаленный от полка, контроля было меньше и все остальное, и все остальное. Ну, первый удар, конечно, мы получили гастрономический, то есть привык у себя питаться национальные блюда, заправленными пряностями разными. Вот, тут пришлось есть еду, в котором только присутствовал лавровый лист, соль. Вот, и больше никаких пряностей. Ну, что такое каша, мы вообще не знали. Мы знали только молочную кашу, или манную, или вермишеловую, или макаронную, или рисовую, и все. Ну вот, это все тут, в том числе и я. Двое ноябрьские ребята, они так называемые старики, а мы с Вовой Суско, справа двое мы, значит, фазаны. Вот, ну, уже от фазанов освобождались от элементов дедовщины. Психологическая атака я уже вам рассказал. То есть оскорбляли всякие. Дух там, салабон, одежда, видите, все формы. Вы не думайте, что вот такую форму там можно было всем носить. То есть прямые брюки. У меня вообще парадные брюки одеты. Вот. Ребята ушивали его сами. Брюки были так называемые галифе. Вот. Ну и во всем, ну вот Федя Михайлюк с Украины, Ремень должен был находиться, ну я уже сказал,
должен был повторять окружность головы и между пятым и четвертой пуговицей строго. Вот. Ну, это в поясе. Вот. А тут мы уже себе позволяли вольности. Почему я не показываю своих фото молодости? Да их у меня просто нет. Там пару штук я вот нашел у ребят, которые в альбоме я снимал. Вот и все. У меня у самого нет. Это ребята как-то умудрялись. Вот здесь, да, фазанства нам не хватает чуть-чуть. Мы сержанты. Верулидзе я уже снимал. Ахмедов тут. Ну, эту фото вы уже видели 100 раз. Вот, можно так сказать. Ну, в общем, физические всякие оскорбления, наносились физические побои, и издевательские такие были. Например, мы-то не понимали, что это такое. Например, спрашивали, хотите увидеть северное сияние? И во время строевой подготовки, значит, делай раз, делай два. Это когда вытягиваешь ногу, руку там и стоишь, пока не скажут два, чтобы ногу положить. Ну, в общем, это было, конечно, страшно все. Вот. И сзади подходил человек, приказывали закрыть глаза и по шее наносили сокрушительный удар. Вот, аж с глаз искры летели. Вот, и, ну, окружающие начинали смеяться. Ну, видите, когда я рассказываю, у меня очень грустный и печальный тон. Да потому что это невозможно вспоминать, ну, так просто, скажем так, как будто этого ничего не было. Я еще раз повторяю, для любителей Советского Союза, мне политика по барабану. Ребята, не надо гадости тут писать, что я там очерняю кого-то. Это факт, это было. Есть тут сослуживцы, которые эти фильмы смотрят, и они мне просто так соврать не дадут. Вот. Во время пьянок, а пьянки были часто, тоже, конечно, страшнее побои устраивали. Те, которые раньше пришли, ну, я лично, например, могу вспомнить, они где-то нажрались. Я стоял на тумбочке дневальном, это первые месяцы службы, вот, и они ворвались в казарму. Я спал стоя. Ну, невозможно было не заснуть. Вот, они такую набросились на меня, я не почувствовал. Там первые удары чувствуешь, а потом уже все. Вот, я как пришел в себя, там перед тумбочкой зеркало стояло, я увидел себя весь в крови. Сперва вернулся мне, значит, взгляд, я увидел себя, а потом и слух вернулся, услышал, ну, в казарме стояла страшная, ну, страшные звуки исходили оттуда, избивали всех. Вот, и, ну, боже упаси. Коллективные драки вообще в стройбате было много. Так что я вам лишнее не буду рассказывать, лишь бы рассказать то, что было у нас. И работы, ребята. У нас говорили так. Ты должен работать за себя и за того парня. А тот парень это и я, просто так говорили. Вот, и приходилось работать за всех. Ну, в общем, 1,5 месяца я отбыл в карантине, там более-менее так. 2,5 месяца где-то неполных я вот в таком ужасе пробил, вот, испытывая на себя все эти прелести гонения физом. Это когда заставляют тебя отжиматься, там подтягиваться, что такое, и ты дохнешь просто от этого. Вот. И потом я был послан в учебку, и слава богу, я уже оттуда сержантом младшим вернулся, и, ну, и полы мыть, и все остальное, уборщиком и так далее. Мне не приходилось быть. Что еще удручало из дедовщины? Почему-то все молодые солдаты должны были на 2-м этаже спать.
двухъярусные койки стояли. Вот, ну, потом стали исправлять это все, типа такой. И когда технический батальон убрали с той казарме, которых я уже 100 раз вам показывал, и сделали одноярусные койки, чтобы это меньше угнетало всех. Ну, вот такие шалости, вольности. Кто мог себе позволить? Да никто в молодости, то есть в первой половине службы. Это уже вторая половина службы. Я вам рассказывал. Серик Сиздиков и Леха Мимрин. Старики, то есть они 1,5, а мы с Вовой Сускового наверху, как бы давит меня. Типа такой. Фазаны отслужили год. Вот такая была история с дедовщиной. Ну, типичное фото, уже дедовщина. Он тут вот, просто его до конца не видно. Молодой солдат сразу видно вот и по брюкам, и по всем остальным признакам. А еды не хватало страшно, ребята. Там я видел в фильме, которые хвалят, чтобы их кормили хорошо. Ну, я им верю. Почему? Потому что, побывав в разных подразделениях, я увидел, что везде кормят по-разному. Я был несколько дней или 1 ночь ночевал в Мурманской области, поселок Кельдинстрой, это куда нас привезли. И на столе на 10 человек, которые обычно и бачки ставились под первый, под второй. Вот. Еще лежал такой трехместный, ну, для приправ, скажем так, посудина алюминиевая, вся была. Вот. И там какие-то приправочки, там перец, там красный, что-то еще там. Вот, то есть для нас это было очень важно, потому что желудок фактически получал огромный гастрономический удар, потому что 18 лет человек ел одну еду, а тут приходилось другую еду есть. В общем, ну, настрадались, конечно, все через это проходили. На 10 человек подается бачок под первого, под второго. Вот. В голове стола старослужащие сидят, они так распределялись. Они вынимают там из супа все, вот, и до тебя доходит чистая вода. И лавровый листик там плавает. Второй трогать нельзя, потому что они тоже должны его сперва снимать. Вот. Ну, в общем, вот так. Что было вдоволь можно было поесть, это был черный ржаной хлеб, от которого болело, конечно, желудок. Так что вот такие пироги, ребята. Ну, это все ребята уже фазаны. В молодости такой себе позволить никто не мог. Ну, следующий фильм у меня будет, я вот на днях поеду в Батуми, про этого парня. Он служил на Змеёзеро. Ну, про этого я уже снял. Правда, просмотров мало почему-то. Вот. Ну, в общем, я и сниму фильм про этого парня. Вот. Ну, в общем, унижали, оскорбляли тебя. И что самое страшное, потом ты тоже становишься таким же и начинаешь делать все то же самое. Все то же самое. Что, например, мне очень неприятно вспоминать. Ну, следующая поездка будет после Батуми в июле. Я поеду, значит, в свое родное село. И с этими ребятами я поддерживаю телефонную связь. Я сниму фильм про обоих. Скорее всего, соберу вместе. Сперва раздельно по альбомам снимем, а потом уже снимемся втроем. Я надеюсь. Так, привет от этих ребят господину Алимбаеву. Я им передал обоим, позвонил.
Вот, и, ну, думаю, они лично вам через месяц передадут огромнейший привет. Про солдатской гласности, про солдатской мудрости я вам рассказывал, чтобы я не соврал, я вот в альбоме даже перенес. В жизни будет еще много дорог, но нам никогда не забить дорогу, которую мы прошли в серых солдатских шинелях, дорогу длиной 2 года. Оно уже началось, и я в пути. Вот такие были пироги. Офицеры на все реагировали слабо. Почему? Да потому что было выгодно. Так легче можно было управлять коллективом. Вот, и они этим пользовались. Старослужащим поручали там задание, они тут же его нам перепоручали. Ну и вы помните тезис: ты работать должен за себя и за того парня, а тот парень — это я. Ну, это сплошное отклонение. Вот сейчас я что в форме здесь, да? От устава. Неуставная одежда на меня, ну, это уже во второй половине службы я мог себе позволить. Ну, про этих ребят я уже вам рассказывал. Так что ничего нового я вам не скажу. Ну, в общем, первая половина была вот такая страшная, и вторая половина была тоже не очень-то хорошая, как я сейчас это понимаю, потому что нельзя, чтобы тебя угнетали, и нельзя, чтобы потом ты угнетал. Почему я? Плюс тут климатические условия были ужасные. Ну, в этом, конечно, никто не виноват. Ну, как вам сказать, человек родился на Черноморском побережье Грузии, и ему пришлось служить на севере, где вообще нет деревьев. Ну, это было ужас, это тоже все угнетало. Курящим ребятам было страшно. Вот, сигареты, Беломор, канал. Они искали окурки, я не курил, не повезло, никогда не курил. Вот. Ну и одежда нам доставалась не самая лучшая. Выдадут тебе новое что-то, его могли отнять. Ну, слава богу, что хоть в этом офицере были. Они под присмотром, хлоркой заставляли писать на таком видном или невидном месте свое имя, чтобы никто у тебя его не мог отобрать. И, ну, в крайнем случае, в первой половине я свою бушлат сохранил, а парадку они вообще выдали после того, как уже мы сами могли себя защитить. Так что все происходило вот так. Сейчас вы спросите, а зачем вы это все рассказали? Мы об этом все знали. Ну, дело в том, что дедовщина — это нехорошая вещь. Я, ваш покорный слуга, в армии побывал 3 раза. Первый раз вот здесь, второй раз на космодроме Байконур в качестве прапорщика. И, вернувшись из эмиграции к себе домой, я служил в грузинской армии, был начальником еще и продовольственной службы. Вот, и везде я видал эту дедовщину уже офицером. Так что не надо обо мне гадости всякие говорить, там, называть Моисея, не знаю, там, Кемовичем. Я, ребята, в армии служил 3 раза, я знаю, о чем я рассказываю. Дедовщина была и на Байконуре среди солдат, и в грузинской армии тоже была
дедовщина немножко своеобразной форме. Зачем я это все рассказал? Да потому что мне 63 года. Кто верит в христианство, православие? Нам надо покаяться за грехи. Вот я хотел покаяться за те грехи, которых в отношении ко мне допускали. Я их простить, отпустить тем людям, которые это все делали. И хочу принести огромное извинение тем ребятам, которым пришлось неуставные отношения испытать от меня. Ребята, я глубоко сожалею, я прошу прощения. Это было ужасно. Были среди нас молодцы, которые не стали сами потом жестокими. Это тот же Айву Пеймяги и другие ребята. Вот, я еще раз клонюсь перед вами и прошу у вас извинения за все те неуставные отношения, которые вы помните или уже не помните от меня. Я каюсь. Вот для этого нужно было снять вот этот фильм. Желаю удачи, счастья. И дальше мы уже взрослые, больше не совершат такие поступки, из-за которого нам пришлось бы извиняться и просить прощения. Вот, я даже оправдателей ничего не говорю, да, мы были молоды, да, там оправдывались всегда, да, с нами так поступали. Это уже, знаете, лирика. Надо оставаться всегда человеком. Удачи всем, счастья. Прощаюсь с вами. Следующий фильм будет про Змеёзеро, а дальше следующие фильмы будут про Хоззод. Пока. Я вас очень прошу, кому понравился или не понравился, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Вас еще ждут очень много интересных фильмов, не только в направлении в армии, но и по другому направлению. Удачи вам, ставьте лайки и подписывайтесь, пожалуйста. Пока, до встречи.